Здравствуйте. Это суть дела. Выражение «отправиться на учебу» – одно из распространенных в Синьцзяне. Под этим подразумевается, что человека забрали в центр, и с тех пор никто его не видел и ничего о нем не слышал. Школы – это образовательные центры или центры перевоспитания, в которых людей заставляют слушать о патриотизме на китайском языке и забирают без обвинений и судебных разбирательств. Практически все, кого забрали, мужчины. Арестовывают обычно ночью или рано утром. Среди причин – контакты за границей, слишком много визитов в мечеть или хранение запрещенного контента на телефоне или компьютере. Родственники месяцами не слышат о тех, кого задержали. Им практически не удается вживую встретиться с человеком. Обычно видеозвонок, либо визит в тюрьму. Все железнодорожные станции окружены КПП и заборами. Почти все такси оснащены двумя камерами. Одна направлена на переднее сиденье, вторая на заднее. Это сделали около года назад. А камеры напрямую связаны со службой безопасности. Они их включают и выключают, когда хотят. Никакие журналистские расследования в Синьцзяне немыслимы. Никто не хочет разговаривать с журналистами. Уйгурский правозащитник, встречавшийся с корреспондентами немецкого журнала «Шпигель» 4 года назад, исчез. Никому не известно, отправили его в центр перевоспитания или в тюрьму. На юге Синьцзяня лишь немногие уйгуры старше 20 говорят на китайском языке. Инфраструктура наблюдения в Синьцзяне очень современна. Но китайское правительство уже работает над следующим уровнем контроля. Оно хочет представить систему социального кредита, которая оценивает надежность каждого гражданина. За верность жители награждаются, а за плохое поведение наказываются. Уйгуры уже активно подвергаются похожей системе. Каждой семье дается в самом начале 100 баллов. Но каждый, у кого за границей проживают родственники или знакомые, особенно в мусульманских странах вроде Турции, Египта или Малайзии, теряет очки. Человек, на чьем счету осталось менее 60 баллов, находится в опасности. Одно неправильное слово, молитва или телефонный звонок, и его мгновенно отправляют в школу. Когда я изучал эти материалы по Синьцзяню, у меня возникло ощущение дежавю. Как будто что-то похожее я уже видел. И действительно, множество лет назад, во времена культурной революции в Китае, действовала подобная система. Правда, тогда не было столь совершенных средств технического контроля, но она с избытком восполнялась количеством участвовавших в событиях бандах молодежи. Люди старшего поколения, наверное, помнят китайское словечко тех времен хунвейбины, как их называли. Даже Высоцкий пел тогда: «Возле города Пекина ходят-бродят хунвейбины». Правая рука председателя Мао, Линь Бяо, писал тогда: «Ну, убивали людей в Синьцзяне, за дело убили или по ошибке, все равно не так уж много. Еще убивали в Нанкине и в других местах, но все равно в целом погибло меньше, чем погибает в одной битве. Так что потери минимальны, а достигнутые успехи максимальны. Это великий замысел, гарантирующий наше будущее на 100 лет вперед. Хунвейбины – это небесные воины, хватающие главарей буржуазии». Сколько на самом деле китайцев погибло в ходе культурной революции, сказать трудно. Но большинство источников говорят о 100 миллионах пострадавших. Впервые эта цифра, кстати, появилась в газете «Жэньминь Жибао» 26 октября 1979 года. И школы перевоспитания уже были. Их было построено 106 в 18 провинциях. 100 тысяч чиновников центрального правительства, включая отца китайских реформ Дэн Сяопина, а также 30 тысяч членов их семей, были направлены в эти школы. Для чиновников рангом пониже существовали тысячи школ кадров, в которых обучалось неизвестное число средних и мелких чиновников. Только в провинции Гуандун было построено почти 300 школ кадров, и более 100 тысяч этих кадров были посланы в низы для занятий трудом. Теперь, похоже, этот замечательный опыт внедряется в отдельно взятом Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. И что самое интересное, США ведут с Китаем торговую войну. А вот правами человека они почему-то перестали интересоваться. Это была суть дела. Все будет хорошо, не сомневайтесь.